1 марта в Абхазии прошли досрочные президентские выборы, которые сопровождались беспрецедентными нарушениями законодательства и вмешательством в выборный процесс со стороны России. ЦИК объявил президентом дублера, свергнутого в ноябре Аслана Бжаня, и его бывшего вице-президента Бадру Гунба. Гунба был поддержан руководством России и информационно, и финансово. За него отдано более 50% голосов избирателей, пришедших на второй тур выборов. Более 40% абхазов проголосовало за представителя оппозиции Атгура Артенпа. Об этом отчитался глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан. Нарушения в процессе выборов, отсечение диаспоры от участия в выборах, давление на избирателей с использованием ложных нарративов и публичных лжедоносов на представителей гражданского общества и оппозиционного кандидата, антироссийский, прозападный, протурецкий, а также голосование по чужим паспортам, подкуп избирателей, неопломбированные урны, вскрытие избирательных урн, стрельба, как минимум на 2 участках и так далее. Все они не были удостоены внимания чиновника, назначенного экс-президентом Бжаня в 2020 году главой Центральной избирательной комиссии. Дмитрий Маршан выполнил задачу, поставленную перед ним его кураторами, используя стандартную мантру «нарушения, не повлиявшие на ход избирательной кампании». Он заявил, что разбросанные и залитые водой бюллетени будут собраны и пересчитаны. Многочисленных нарушений не заметили и прокуратура Абхазии, и международные наблюдатели, присутствовавшие на всех участках. Они дали оценку выборам как демократическому процессу, который прошел без нарушений. Оппозиция не поздравила Бадру Гунба, и на сей раз не было никакой демонстрации вежливости в виде рукопожатия и любезности. Это было бы удивительно после избирательной кампании, которую уже окрестили самой грязной за весь послевоенный период. Но вопреки навязываемому гунбовскими пиарщиками мнению, оппозиция не стала штурмовать ЦИК. Подводя черту под абхазской избирательной кампанией, можно сказать, что в электоральном процессе не имеют значения отсутствие программы у кандидата, провальные выступления в прямых эфирах, нарушение выборного законодательства. Реванш взят, и страна вернулась к состоянию на 15 ноября, с той лишь разницей, что без забора вокруг комплекса правительственных зданий. Это единственное визуально ощутимое изменение. Весь остальной бжаневский боекомплект остался на месте, во всяком случае до инаугурации, после которой произойдет чендж портфелями внутри обкома партии. Молодому поколению на всякий случай напомню, что комплекс административных и правительственных зданий на набережной Махаджиров – это бывший обком и горком партии, и в нем сохранились не только традиции и ущербное мировоззрение автономщиков, но и кадровый потенциал, часто передаваемый по наследству. 2 марта из нашей страны, понежившись в лучах солнца, стали массово отбывать политтехнологи и пиарщики, оставив нам армию ботов, межнациональную напряженность и очередной раскол в обществе. В этих условиях вопрос о том, чего ждать от новой старой власти, вообще не стоит. Все останется прежним. Чиновники, коррупция, охрана, давление на инакомыслящих, искусственное завышение цен на электричество и нефтепродукты. В парламент на обсуждение поступят новый старый проект закона об апартаментах, в котором поменяют термины, но оставят суть. Отправят на ратификацию, теперь уже с подписью Гунба, соглашение о льготах иностранным олигархам, которые не хотят платить налоги, и соглашение между Национальной гвардией Российской Федерации и МВД Республики Абхазия, предполагающее совместные усилия по наведению общественного порядка на территории обеих стран. Без сомнения будет возвращен проект закона об иноагентах, от обсуждения которого под давлением общественности несколько раз уклонялись депутаты. Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем всплывет и проект закона о продаже недвижимости иностранцам и вопрос Новоафонского монастыря. Бюджет на 2025 год, подготовленный командой Бжаня, в котором все доходы страны направлены на содержание власти, будет принят с незначительными поправками. Обращу внимание, что парламент упорно не принимал бюджет все это время
Бжаня и уверена, что это непростое совпадение. Еще одним результатом выборной демократии станет возвращение закрытого режима и полное отсутствие прозрачности в работе власти. Указы исполняющего обязанности президента Валерия Бганба о моратории на рост тарифов на электричество и таможенных пошлин будут отменены, возможно, даже до инаугурации. Скорее всего, прекратит свое существование и комиссия по реформам, созданная при парламенте, продолжится давление на граждан страны путем отзыва российского гражданства. Напомню, что в процессе выборной кампании гражданство России было отозвано у 3 абхазов. Это малая толика списка неугодных, представленного экс-президентом Бжаня стратегическому партнеру. Но есть ли что-то положительное в остатке? На первый взгляд парадоксальная картина. 1 марта после закрытия избирательных участков не штаб Гунба, а штаб оппозиции выглядел как штаб победителя. Именно здесь собралось огромное количество людей. На самом деле нет в этом никакого парадокса. Бжаневск, Анхвабовский, спящий электорат к этому моменту либо покинул страну, либо отошел ко сну. Его не интересовал результат выборов президента Абхазии. И это и есть положительный результат выборов. 40% граждан страны, проголосовавших за оппозиционного кандидата, они голосовали не за Атгура Арцинба и даже не против Гунба Бжани Анкваб. Они голосовали за сохранение государственности Абхазии. И как ни крути, это активные граждане, которые высказали свое отношение к прошлому и к будущему своей страны. Списать их настрой не получится никакими манипуляциями на выборах. Выборы закончились, ласточка уехала, самолеты улетели, пиар-технологи отбыли, машины с мимозой пропустили через границу. В стране информационное затишье. В кулуарах перетасовывают портфели, как награду за участие в выборах. Изгнанный президент Аслан Бжаня ждет премьерского портфеля. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба сегодня уступит место исполняющему обязанности президента Бадри Гунба, который утратит приставку ИО после инаугурации.